Классический набор дружинника – жилетка, повязка, удостоверение. Сегодня в Усть-Вымской народной дружине 20 человек, в том числе девушки. Разработали здесь и систему стимулирования добровольцев. Да, деньги небольшие – от 1 до 4 тысяч рублей, но есть приятные бонусы. К примеру, бесплатные билеты в бассейн, тренажерный зал, на концерты. Но понятно, что в народную дружину сельчане идут не за этим. Сложность в том, что многие рейды, которые мы делаем, это в вечернее время, в праздничные дни. И вы сами понимаете, у каждых есть семьи, да, и каждый хочет в праздник провести дома. Вот Новый год, например, или еще что-то, различные мероприятия. И вот именно вот эта причина, когда вот люди не выходят на службу. У нас такие инциденты тоже были, мы как бы с ними попрощались. Усть-Вымский район был первооткрывателем среди сельских муниципалитетов по развитию народных дружин. На старте в 2015-м местные власти понимали, привлечь население к общественной работе задача сложная, а потому подключили глав сельских поселений. Они уж точно знают всех своих активистов в лицо. Предложение пришло делать не в каждом поселении, а сделать централизованно на район. Но так, чтобы разбито было непосредственно на больших населенных пунктах, ну и отдаленных. В принципе, задача у нас это выполнить ее получилось. У нас основные дружинники народные расположены: это Микунь, Айкин, Жешерт, Кажмудар. Это как раз разбросанность получилась равномерно по всему району. Удобно, так скажем, использовать их на любые мероприятия, патрулирование. Сегодня народная дружина в Усть-Вымском районе помогает не только полицейским. Совместно с сотрудниками системы исполнения наказания они проверяют, как живут бывшие осужденные. С патрульными экипажами ГИБДД выходят в рейды. Летом уделяя особое внимание проверке велосипедов. На каждом празднике, общественном мероприятии, которое проводится, участвуют народные дружинники. То есть в недавнем прошлом это такие мероприятия, как День России, День молодежи, празднование 9 мая, 1 мая. Также помогали в работе на выборах президента, на новогодние праздники. То есть любое мероприятие, где задействовано массовое количество людей, помощь оказывают народные дружинники. А еще усть-вымские власти одни из немногих в регионе страхуют своих дружинников. По такому же пути пошли Сыктывкар, Сосногорск, Усинск, Троицко-Печорск. Правда, суммы компенсации пока скромные – максимум 100 тысяч рублей. Столичные чиновники уже вышли на Министерство юстиции с инициативой увеличить страховую выплату хотя бы до 1 миллиона рублей. Виктория Палкина, Алексей Паршуков, телеканал Юрган, Усть-Вымский район.